Воскресение Иисуса Христа онлайн-богослужение на Пасху провели в Якутске. Частный сектор Якутска утопает в талых водах. Жители не могут найти компромисс с коммунальщиками. По ту сторону океанариума послушных пингвинов выпустили прогуляться по внутренним помещениям учреждения. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Сегодня во всем мире православные христиане отмечают главный церковный праздник Пасху – День Воскресения Иисуса Христа. Впервые за долгие годы многие православные храмы по всему миру были закрыты в пасхальную ночь. Чтобы все же быть вовлеченным в праздничную атмосферу, на помощь верующим пришли технологии – телевизионные и онлайн-трансляции. Продолжит Александр Хавренко. В главном православном соборе России, храме Христа Спасителя, в пасхальную ночь было непривычно тихо и пусто. Необычная и с трудом понимаемая картина, когда перед тобой предстает в канун пасхального торжества пустой храм. Но мы знаем, почему это произошло. Не по злой человеческой воле, а потому и не потому, что народ наш веру потерял, как это имеет место в некоторых иных отдаленных от нас местах, а потому что страшная болезнь прикоснулась к нашему народу. В Якутске пасхальная служба проходила в главном храме города – Спасо-Преображенском кафедральном соборе. В дни больших праздников зал собора обычно заполнен до отказа. В этот же раз на службу пришли всего пара десятков прихожан. Остальные верующие смогли присоединиться к праздничному богослужению в режиме онлайн, благодаря прямой трансляции на каналах Якутия-24, НВК Саха и через интернет. Я приветствую всех зрителей, которые разделили прямую трансляцию божественной службы. Это новый опыт, навеянный нынешними обстоятельствами, но я абсолютно уверен, что мы, прислушавшись к призыву остаться дома и на расстоянии, через трансляцию, участвуя в этом богослужении, тем самым исполнили послушание. Как показал опыт пасхальной ночи, даже консервативные, многовековые традиции иногда можно корректировать ради сохранения здоровья и спасения жизней. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. Символичное для этих праздничных дней событие произошло в Алайховском районе. Уникальную икону в честь 90-летнего юбилея самой северной школы района передал в музей учреждения местный житель Василий Шелоховский. Фрагмент оклада чудотворной иконы Божией Матери Знамени, привезенной первопроходцами в Русское Устье, приблизительно в 1638 году, датируется предположительно 1170 годом. Нашел фрагмент оклада отец Василия Гаврил Шелоховский в начале 30-х годов во время разгрома церкви. Бесценные по историческим понятиям частицы иконы пролежали на крыше землянки 9 десятков лет. Она еще, говорят, какая-то то ли чудодейственная какая-то, потому что ее пытались перевести в другое место, когда она была целая еще при царе. И тот, кто хотел ее перевести, он священник. Он упал, и его удар хватил. То есть увезти ее не смогли с Русского Устья. Вот эта вот икона, она роспись византийская, очень богатая роспись. Мы, когда изучали это по НПК, да, выяснили, что, значит, в Якутии и вообще в России это не делалось, такие богатые оклады не были. А сама икона, она была уничтожена в 30-е годы, из дерева была сделана, и говорят, что из нее сделали стол. Ну, очевидно, она не сохранилась. А вот оклад остался. Специалисты оценивают состояние всех заболевших коронавирусом в республике как удовлетворительное. Пациенты получают необходимое лечение. Одна заболевшая подключена к аппарату ИВЛ. По последним данным, общее число заболевших по состоянию на 18 апреля в регионе 88 человек. В Якутске 27, в Алданском районе 40, Ленском районе 5 пациентов, 11 случаев в Чаендинском месторождении, в Горном 2 заболевших, в Вилюйском 2 пациента и в Мирнинском районе 1 случай коронавируса. Полностью вылечились 16 человек.
Приостановлена перевозка пассажиров на воздушных подушках через реки Алдан и Лена. С 20 по 30 апреля указом Айсена Николаева введен запрет на перевозку по маршрутам Якутск-Нижний Бестях, Кангалас-Сотинцы и на реке Алдан по маршруту Мегина-Андалки-Скилл. Соответствующие меры приняты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в республике. По той же причине ЖДЯ приостановил трансфер пассажиров по маршруту Нижний Бестях-Якутск до 30 апреля. Ранее приобретенные билеты можно сдать в кассах продажи. Специалисты МЧС России советуют, вернувшись из магазина, замачивать зелень, помидоры и огурцы на 10-15 минут в воде для профилактики распространения коронавируса, а затем их промыть под проточной водой. Овощи и фрукты следует тщательно мыть с нейтральным моющим средством. В МЧС также напомнили, что, придя с улицы домой, нужно сразу же вымыть руки и только потом разбирать покупки. Продукты в твердой упаковке, пластиковой, металлической или стеклянной надо помыть водой и мылом, советуют в МЧС. Перед тем, как выкладывать продукты, стоит протереть кухонные поверхности. С наступлением весны частный сектор на окраинах Якутска утопает в талых водах. Ситуацию усугубляют и несанкционированные помои, которые зимой сливали сами жильцы. Теперь эти воды загрязняют водоемы и жилые помещения. В редакцию нашего телеканала обращаются жители, которые не могут найти компромисс с коммунальщиками. Ситуация разбиралась Ульяна Шагина. Видеоролик жителя Казани, который заснял лебедя, достающего мусор из воды, вызвал восторг у пользователей YouTube-канала. Птица сама вылавливает из озера пластиковые пакеты и прочий мусор, а вот многие жители Якутска такой чистоплотностью похвастаться, увы, не могут. У нас, у жителей частного сектора, которые находимся вдоль озера, ежегодно вот такая проблема. В редакцию нашего телеканала обратился житель частного сектора Алексей Яковлев, проживающий вдоль одного из старинных и красивых озер столицы Сергея Ляхского. Он обеспокоен тем, что нерадивые соседи, не желая оплачивать спецмашину для вывоза снега с территорий, просто сваливают его вместе с мусором на лед. Своими силами организовываем субботники, призываем соседей убирать, не вывозить снег. Это по периметру озера. Пластиковые бутылки, пакеты, собачьи фекалии. В общем, весь мусор, скопленный за зиму, без зазрения совести, вывозится прямо на озеро. А ведь в летний период это излюбленное место для купания детворы. Подобную проблему испытывают и жильцы другой части города, по улице Челюскина на Грессе. Здесь жидкие бытовые отходы сливают прямо на проезжую часть. Ко всем обращались. Никто, юнион у нас к нам относится, но нам не убирают уже где-то 3 месяца. Примите меры, пожалуйста. Коммунальщики по традиции перекладывают ответственность друг на друга. Управляющая компания «Юнион» откачивает переполненные септики, но не хочет заниматься мусором. Зваливая эту заботу на промышленный округ. Глава округа, впрочем, откликнулся на просьбу журналистов помочь жителям и пообещал взять ситуацию под контроль. Специалистов все равно своих туда отправлю. Совместно с жилым сервисом в ближайшие дни постараемся ее убрать. Беда не приходит одна. Из-за талых вод здесь же образовалась огромная лужа, которая смывает весь этот мусор, топит септики и уже подобралась к жилью. 2 детей Дарьи Масюковой вынуждены дышать всем этим смрадом круглосуточно. Вот этот весь поток идет прямо домой, когда начинает оттаивать. На карте видно, что ближайшая санитарная точка находится в 100 метрах от злополучной помойки. Именно сюда должны выносить бытовой мусор, но никто этого не делает. Да и большинство жителей близлежащих домов – пожилые граждане. Рекоператор Якутской Кассети убирает свою точку регулярно, но отказывается от очистки несанкционированной помойки. Наша организация своевременно и в полном объеме вывозит с данной санитарной точки сухой мусор. А там, где жители образовали несанкционированную свалку, нет возможности установки мусорных баков, так как отсутствуют подъездные пути для нашей спецтехники. И данная санитарная точка не отвечает санитарным требованиям. По новому закону жильцы имеют право выбирать место организации желаемой санточки. Для этого нужно обратиться с письменным заявлением в округ, который после согласования с Роспотребнадзором обязан установить баки в согласованном месте. Для этого нужно всего лишь коллективно включиться в решение проблемы, а не отдавать ее на откуп отдельным неравнодушным соседям. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ульяна Шагина, Эдгар Николаев, Якутск.
Сотрудники океанариума в Самаре выпустили пингвинов прогуляться по внутренним помещениям учреждения. Во время променада пингвины осмотрели аквариумы и прошлись по территории, которая предназначена для посетителей. Эта задумка стала осуществимой из-за введенных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и закрытию океанариума к посещению. Во время отсутствия посетителей учреждения продолжают работу в штатном режиме. Сотрудники ухаживают за животными и соблюдают режим кормления, чистят аквариумы и убирают помещения. Тем не менее, животные настолько привыкли к зрителям, что в опустевшем океанариуме быстро начали скучать. В настоящий момент мы ждем скорейшего открытия океанариума, чтобы к нам пришли наши посетители. И океанариум, как говорится, наполнился жизнью. В настоящий момент мы попробовали выпустить, прогуляться пингвинов. Сами видели, они тоже еще немножко не освоились, потому что без посетителей все животные ведут себя немного лениво. То есть никто на них внимания не обращает, и им немного скучно, скажем так. Однако сотрудники отмечают, что выход на прогулку доступен лишь тем животным, кто прилежно ведет себя в вольере и не начнет безобразничать, выйдя за его пределы. Тем не менее, несмотря на новые открытия, пингвины стремились обратно в свой аквариум к сородичам, чтобы продолжить плавать и есть рыбу. Но на самом деле мы выпустили только тех пингвинов, кто себя прилежно ведет, кому мы доверяем, которые вышли, погуляли, осмотрелись. И для них была устроена экскурсия. Они посмотрели, в каком большом доме на самом деле они живут. 2 робота начали помогать работникам медицинских учреждений в лечении пациентов с коронавирусом в больнице Пертаминаджая в Джакарте. На кадрах можно увидеть одну из электронных медсестер по имени Эми с подносом в руках и защитным экраном на голове. Оператор Бернард, управляющий роботом, объяснил, что у Эми есть датчик лидар, который сканирует комнату, в которой находится робот, и с помощью полученной картинки может доставлять лекарства в палату каждого пациента в больнице. Этого робота зовут Эми. У него имеется датчик лидер, который сканирует комнату, в котором находится робот. И с помощью полученной картинки робот может доставлять лекарства в палату каждого пациента в больнице. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина показала, что даже по такому виду спорта тренировку можно провести в домашних условиях. И для этого вовсе не нужен особняк с личным бассейном. Девушка с легкостью выполняет элементы синхронного плавания в обычной ванне. Помогает ей в этом и маленькая дочь, которая, очевидно, пойдет по стопам мамы в будущем. В соцсетях Ромашина, спортсменка, со своей дочерью в ванной исполняет движения из программы синхронистов, напевая мелодию. На счету Ромашиной 5 золотых олимпийских медалей. Кроме того, спортсменка 21 раз выигрывала чемпионаты мира. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Мы следим за развитием событий.